69 лет назад полной победой закончилась Вторая мировая война. В числе сотен тысяч защитников отчизны были мужественные сыновья и дочери Осетии. Праздничный парад, посвященный 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, начался в 10 утра на площади Свободы Владикавказа. Командовал парадом заместитель командующего 58-й армией генерал-майор Евгений Никифоров. Принимал парад командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Андрей Гурулев. Встречный марш, приветствие войск, троекратное «Ура!», поздравления главы республики Таймураза Мансурова. Традиции парада неизменны, но из года в год они не теряют необыкновенной торжественности. Колонну главных действующих лиц парада, ветеранов, возглавил председатель Республиканского совета ветеранов, генерал-майор авиации первого класса, кавалер 2 орденов за службу Родине Султан Наликович Каболов. Желающих полюбоваться праздничным парадом собралось немало, поэтому экран Осетия ТВ, расположенный у входа в парк, был весьма кстати. С его помощью за парадом могли наблюдать все те, кто не смог подобраться к эпицентру действий вплотную. Самым зрелищным событием парада стала демонстрация новейшей техники, состоящей на вооружении 58-й армии. Колонна бронетранспортеров БТР-82А, передвижная радиорелейная станция Р-419Л1, 152 мм гаубица МСТА-Б, российская модернизированная реактивная система залпового огня «Торнадо», гусеничная техника и танки. Завершил парад сводный духовой оркестр 58-й армии под управлением военного дирижера майора Артема Лазутского. После парада празднование великой даты переместилось в парк имени Коста Ливановича Хитагурова. С портретом деда на парад Победы. Так называется всероссийская акция памяти фронтовиков, которая в этом году впервые проводится и в Северной Осетии. В одном строю прошли дети, внуки и даже правнуки ветеранов. Участниками акции стали все желающие. По условиям старые фотографии прадедов, дедов и отцов жители республики присылали на почту Осетия ТВ. Специалисты медиапортала стилизовали снимки под военную тематику, а также абсолютно бесплатно распечатывали их. Получить готовые снимки можно было накануне в редакции, а также в день празднования Великой Победы перед самим парадом. 9 мая родственники фронтовиков собрались у центрального входа в парк имени Коста Хитагурова. Оттуда состоялось торжественное шествие на площадь Свободы с портретами в руках. За действом наблюдали сотни владикавказцев от мала до велика. Они пришли почтить память тех, кому каждый обязан свободой и жизнью. Всего в акции приняли участие около 50 человек. Он не любил рассказывать о войне. Он говорил только то, что они пришли после разведчиков, они первые дошли до Берлина. Тогда это было очень круто. Мама рассказывала, что из всего Советского Союза, и в частности из Украины, его фронтовые друзья присылали ему открытки. И эти открытки были очень интересны и очень интересно подписаны. И там было написано не с Новым годом, а с Новым роком. И маму это очень забавляло, ей это нравилось. И эти открытки дедушка долго хранил. После парада Победы празднования продолжились в парке культуры и отдыха. Там в нескольких местах развернули полевую кухню. Любой желающий мог отведать каши и фронтовые 100 грамм. И если молодежь реагировала на эту традицию с улыбкой, старшее поколение, вспоминая рассказы своих родителей-ветеранов о тяжелых условиях и голоде, не всегда могли сдерживать слезы. И вот в этот день, почему я пришла сюда, им хлеб давали с опилками 100 граммов. И они радовались, когда в хлебе попадала большая опилка, из-за того, что ее можно было целый день сосать. Всем здоровья, всем! Самое главное, пусть они еще хоть чуть-чуть поживут, чтобы наши дети знали историю. Отовсюду доносились песни военных лет. Перед ветеранами и жителями Владикавказа выступали детские коллективы.